Медийка есть, в общем, и новая мебель, потому что этот кабинет всегда на виду, и этому кабинету всегда уделяется особое внимание. Хорошо, молодцы, интересно. Ну, стараемся, но мы же чуваши должны все-таки это, чтобы... Мебель, скажите, мебель делайте, потому что мебель вы там А теперь идемте в столовую на чашку чая. Минуточку, пока в столовую не дошли. Вот мы вам придем. Buradan Çuvaşla Guzer'de tercih payetsen servisi. Bunda yürü hudum enerji sübarhacada, Советский Чувашине hudum, Хамархачада hudum, Таванадал, senin номерне hudum, senin номерне, вот, и акция на Барзавара, когда ты должен, а когда Барзавара, когда Путин бар телефон тюхтен боскавара перебана. Спасибо большое. Сегодня у нас круглый стол по инициативе Анатольевича. Настоящее и будущее Кошкина Алтимбаева, как родина великого человека Ивана Ильича. Я вам здесь раздал такой материал, ну, то есть, что мы сегодня из себя представляем. И коротко вот хотел бы, значит, наш потенциал, что у нас сегодня есть, что возможно, чтобы кто-то сделал выводы. У меня тоже свои мысли есть, но мыслями, факт, вот, цифры, они сами за себя. Ну, Кошкина Алтимбаева сельское поселение вновь образовано в 2010 году, то есть путем реорганизации, Очинок Новый Яр сельское поселение, Кошкина Алтимбаевское сельское поселение, административный центр село Кошкина Алтимбаева, Анатолий Ильич. Вот вы видите, значит, все населенные пункты и количество населения. Самое большее, значит, Кошкина Алтимбаева проживает 230 человек. Тайва-Тавуша, это тоже чувашская деревня, 103 человека. Починок Новоляшев, ну это там, так-то изначально это было мордовское село, но сейчас там живут и чуваши, мордва и русские, 19 человек. Максимовка, Салмановка, это русская деревня, 17 и 26 человек, соответственно. Деревня Кульметьевка есть такая еще, 4 человека. Деревня Ивановка, Маевка, как населенный пункт уже сегодня не существует, но там вот в деревне Ивановка живут 10 человек. Из них 3 детей. Общее количество населения, вот видите, в первой колонке это значит общее количество, и второе в Кошке Новотимбаево именно. 419, 232 человека у нас проживает в Кошке Новотимбаево. Трудоспособный возраст 156 человек, 79 в Кошке Новотимбаево. Пенсионеров 169 в Кошке Новотимбаево, значит, соответственно, 89. Дети до 18 лет, это, наверное, как раз то, что будущее наше. 44 человека, 31 человек проживает в Кошке Новотимбаево. От 18 до 30 лет тоже потенциал такой, то есть конкретно. 43 человека общие, 23 в Кошке Новотимбаево. От 30 до 40 лет 41 человек общий, 19 в нашем селе. От 41 до 50 лет 52, соответственно, 31 в Кошке Новотимбаево. До 60 лет 80 человек, общий, 53 человека у нас в Кошке Новотимбаево. И вот уже старшее поколение 159 общий, 75 у нас дальше. Ну, это жилой дом, жилищный фонд. То есть здесь 11 домов, 114 в Кошке Новотимбаево. Жилые 176, пустующие дома тоже у нас есть. Они в основном, можно сказать, что при каких-то серьезных катаклизмах они пригодны для жилья. Ну а так, в принципе, они стоят. Владимир Ильич, обратно. Как не могу. Ну ладно, все, да. И есть дома, потому что мы работаем по оформлению домов, но это не только у нас, наверное, в республике. Есть дома, которые не оформлены. Дальше. Вот поголовье, которое мы сегодня имеем, то есть за счет чего в основном живет сельский житель. КРС у нас 118 в нашем селе. Коров 82. Я подробно об этом говорю, потому что на самом деле корова, это она и раньше была мамка, и она и сейчас в нашем селе. Что я говорю? 54 головы это в нашем селе. Свиней 250, 198 в нашем селе.
Кошки Нового Тимбая. Овец 299, 293 головы у нас. Лошади тоже еще имеются, наверное, исторически это 34 головы, 22 у нас. Производство, то, что, значит, как и кем обрабатывается земля. Бывшее сельское поселение Починок Новоильяшево, там, значит, ООО «Агросоюз», Полянский Сергей Владимирович, он чуваш, обрабатывает вот 114 гектаров, 1014 гектаров земли в аренде у него, то есть это паи, которые у нас разделены, 169 паев, 870 гектаров. Постоянно работающих, так, 10-15 человек, в зависимости от. Ну, это все работают Тайба-Таушева, чувашский день, я уже сказал. А земли бывшего Кошки Нового Тимбая сельского поселения обрабатывает агрофирма «Колос», руководитель Софиулов Рамис Хатыбович, он хотел приехать, но у него там, сами знаете, что сейчас и посевная и так далее, и свои личные проблемы есть. Вот наших земель он обрабатывает 1725 гектаров, 870 которых полевой фонд, 146 паев, это в аренде находится от у жителей. Государственный фонд 391 гектар, 464. Работают с Кошкой Нового Тимбая 4 человека. Дальше он. Ну, вот я не случайно сказал, что корова это мамка. То есть вот смотрите, с ростом цен на молоко закупочное и увеличивается молоко, которое реализует население. Процент выполнения идет. Крестьян никогда не бывает, что он без работы сидит, он всегда работает, потому что по-другому он не сможет жить. У нас вот есть пастбище. Это в Кошке Нового Тимбаева именно 207 гектаров. Это которое безвозмездно передано сельскому поселению. То есть если брать там есть такой норматив, одна корова на 1 гектар, то есть у нас на сегодняшний день более 200 голов можно содержать только в Кошке Нового Тимбаева коров. Ну, опять же, зависит от многих факторов. Значит, предпринимательской деятельностью есть программы «Начинающие фермы», они российские, также и в нашем районе, на самом деле действуют. Один человек на сегодняшний день значит, хочет открыть и получить вот этот грант 1 750 000 денег, чтобы начать заниматься чем-то. То есть, ну, люди потихонечку подходят к тому, что нужно развиваться. Вкратце у меня все, если есть вопросы. Сегодня вот я хочу просто сказать, по районам, вот по этой программе, по республиканской, заявились 32 человека. У нас вот сейчас идет в Министерстве сельского хозяйства комиссия работает, рассматривают гранты, это начинающий фермер и семейные фермеры. Значит, гранты начинаются 1 500 000. Есть крестьянское фермерское хозяйство, которые заявились на 5 миллионов. То есть на 32 заявки от нашего района. Минсельхоза есть, комиссия работает. В прошлом году 18 грантов получили в районе. Должно уходить. Поэтому для этого надо все делать, чтобы этот уголок развивался, процветал уголок и развивался. Вот. По этому поводу вообще какая-то программа, ну, может быть, разработана, есть такая. Мне представляется, необходимо разрабатывать специальную программу по развитию вот Кошки Нового Тимбаева. Специальную программу надо разработать. Где во главу угла, конечно же, нам всем понятно, может и другие причины, нам всем понятно о том, что нет работы, люди уходят. Это очень важно, рабочие места. Бог послал нас на землю работать. Нет работы, человек уходит. Поэтому это первый вопрос. Второе, это местность, историческая местность, так, историческая. Мне представляется, это уже от общего частного будем говорить, да? Как дальше, вот, чтобы здесь люди здесь оставались, сохраняли и так далее. Да? Вот школа, замечательно, если здесь модернизировать, например, здесь по своему значению эта школа имела бы очень большое воспитательное значение для подрастающего поколения. И мне представляется, здесь почему бы нет, например, школы-интернат сделать, допустим, детей-сирот, Чувашии, например, со всех регионов, хорошую базу здесь создать.
эти дети потом были бы, я уверен, очень были бы благодарны за то, что вы это мы сделали. Здесь, я уверен, с этого школы-интерната потом вышли бы дети, из них, я уверен, не было бы ни преступников, ни наркоманов, ни это, потому что земля такая здесь, и, конечно, и вы, Иван Яковлевич Яковлев, например, обучение, воспитание детей на пример Ивана Яковлевича Яковлева, я уверен, это обязательно сильнейшее имеет значение и влияет это на людей. Так? Это было большое, очень здорово было бы. Понятно? Нужны средства и так далее. Если мы цели ставим, оттуда вытекают задачи, и мне представляется, найдутся средства, чтобы вот то, что организовать школу-интернат. Да? Я сам готов это делать, включаться. Если нужно что-то строить, у меня есть кирпичей там, пожалуйста, сколько надо. Скажем, для начала, по принципу Немеева, Чувашский Немеева раньше был у нас, по принципу Немеева. Если надо что-то строить, да, вот вижу, окна надо менять, тогда реконструкции надо, все это надо сделать. Можно находить средства. Было бы желание, как говорят, средства найдутся. Вот я бы хотел, чтобы администрация района, местная администрация выработали, скажем так, план мероприятий или, как называем, развитие этого уголка, чтобы как сохранить, как это развивать. Это частью там будет создание рабочих мест, частью будет исторические места. Здесь, чтобы надо сделать так, чтобы сюда туристы, туристические такие места сделать. Это вот источники здесь, родники хорошие. Надо здесь туристов больше привлекать, чтобы от них тоже была какая-то польза осталась. Вот, ну мне, короче, я это все сумбурно говорю, потому что я вот об этом не думал. Сюда зашел, посмотрел, и мне сказали, когда здесь всего 14 детей, мне это, смотрите, никто, это же все в убыток идет, так, 14. А почему бы не 114 детей? Согласитесь? Ну вот, материально-техническая база есть, все есть. Ну надо, значит, а сколько детей, нуждающихся в этом воспитании? Ну вот, хотелось бы вот это пожелание, чтобы нас услышали, Чувашский национальный конгресс во всем поддержит, так я лично буду поддерживать, и мне представляется, это надо сделать. Вот что я хотел сказать. Ну, на один вопрос по Петровичу я могу ответить. То есть программа именно в этом направлении, я скажу, значит, честно, что в этом направлении не работаю. На самом деле мысли они есть, но конкретной программы у меня нет. То есть, а программа развития социально-экономическая, она у нас есть. То есть это насколько возможно сохранение людских ресурсов, то есть развитие личных подсобных хозяйств. А вот в таком плане, да, на самом деле, даже живя сегодня здесь, сопоставляя определенные моменты, то есть это наличие рабочих мест, то есть, соответственно, потом идет и заработная плата, что на сегодняшний день немаловажно. То есть у меня, как глава поселения, пока я конкретно ничего не могу сказать. Да, есть вариант такой, как дальше идти, исходя из того, что у нас здесь есть. Да, красивые места, да, мемориальный комплекс. Он, значит, Кошка Новотимбаева включен в туристический маршрут, который у нас разрабатывается в Тетюшском районе, и Кошки Новотимбаева, и место бывшего городища Хулаш, оно, значит, по районной программе и точно по нашей программе это все идет. Вот дальнейшие действия, соответственно, Николай Ильич правильно говорит, то есть для того, чтобы что-то создать, нужно, естественно, финансы конкретно. То есть даже эту школу, если переоборудовать, я не могу сказать, что у нас на сегодняшний день по 131 закону полномочия все даны. Одна проблема, вы все знаете, нет света. Вот, то есть, чтобы начинать, что-то начинать конкретно, а начинать нужно, потому что на самом деле вот, не просто так же мы здесь собрались, это боль. Сегодня 14 детей всего в школе обучается. Мне даже каждый раз, как главе поселения, говорят, вот у тебя детей мало, но из 14 детей 2 мои обучаются. Понимаете? Неплохое начало. Я своим примером, то есть то, что
не только своими действиями как главы поселения, то есть моя жизнь сегодня во многом, то есть развитие личных подсобных хозяйств, у меня тоже, я 3 коровы содержу дома. То есть, то, что можно делать, у меня есть трактор, которым пользуются люди. То есть все, что в моих силах сегодня, то есть без денег, а то есть личным примером и помощью, я всем помогаю. А дальнейшие действия, да, я скажу конкретно, что на самом деле я, может, и мало этому внимания уделяю. Это я могу сказать. Хорошо, что вы здесь есть, а чтобы вы здесь есть. Вам, кроме благодарности, нет ничего. Мы говорим о том, что надо что-то делать. Вот. Николай Федорович, этот вопрос правильно поставлен. У нас вот в этом году разговор был, я сейчас, честно сказать, не знаю, Константин Ильич, у нас, Константин Ильич, насчет отдыха детей разговор был. Ну, я хочу тогда расскажу, да? Хаклы Ударсем, дорогие друзья. Вообще, вот этот вопрос, я уже столько лет его уже поднимаю, это все знают прекрасно, бьюсь как барабан в одиночестве, можно сказать, потому что вот этот сегодняшний боль, о чем сегодня вот благодаря Николаю Федоровичу, вот, наконец-то вот собрались, это первый за всю вот мою работу, 13 лет, как руководителем я работаю Чувашского автономного Татарстана, первый такой выездной круглый стол президиума Национального конгресса. Так ведь никогда не было. Конгресс мы говорили, всегда я с трибуны конгресса выступал, воспринимали по-всякому, и никто не слушал. Правильно? Сегодня он говорит, социально-экономические программы есть села. Эта программа, она социально-экономическая, его не будет через десятки лет. Он не нужен будет никому. Его можно похоронить, если не будет той программы, которой сегодня мы вот должны о чем говорить. Эта программа должна быть именно сохранение как культурного наследия этого места. Я вообще не понимаю, вот надо первое, вот мое личное такое мнение и предложение, как Николай сказал, это должна быть школа будущего наших детей. Здесь больших проблем нет. Это нужна немножко волю руководства и Чувашской республики. Татарстан не будет возражать никогда, и руководство района тем более. Я ситуацию владею хорошо знаю. Все в руках нашего народа. Это первое. Что нам нужно сделать? Вот та программа, которая о чем сейчас начали говорить, немедленно надо разработки этой концепции. Немедленно. С чего его начинать? Создать рабочую группу. Не болтовни, вот поговорили, уехали у нас, на этом можно закончить. Рабочую группу, которая должна информировать о проделанной работе, конкретные сроки, даты, о чем договорились вот на этих заседаниях. Это первое. Туда должна войти из администрации, в первую очередь сельского поселения, конгресс. Но во главе, я думаю, надо взять эту концепцию конгресса национальный и довести руководство Республики Чувашия об этом. Это вот второй момент. И, конечно, вот здесь масса возможностей для наших детей. Нынче мы здесь вот проведем в рамках Татарстана отдых детей, о чем я говорил. Мы это проведем. Пусть у нас вот по плану там 25-50 детей мы планируем. Мы их привезем, мы это сделаем, средства мы найдем. Потому что я вот, когда Конгресс об этом сказал, руководство республики пока на это конкретно не ответили. То есть нет средств. Это вопрос всегда звучит. Но я думаю, мы это начнем с этого года, покажем пример. И на будущий год по нашему как направлению, что детей будем приглашать со всех регионов. И наверняка здесь надо продумать финансирование. Каждый регион, который направляет сюда 10 детей, я думаю, наверное, любой руководство региона, наверное, из Башкирии, там, из Удмуртии, скажем, где чуваши, наверное, эту часть сумм, наверное, найдут. Чтобы детей направлять сюда. Проживать надо. И вот здесь как раз появляется возможность готовить элиту народа. Здесь художники нужны. Здесь нужны писатели, здесь нужны поэты, здесь нужны работники культуры, ведущие педагоги, ученые, психологи. Вся силу, мощь нашего народа направлять именно в эту школу. И в будущее заложен будет вот этот фундамент,
создание мощнейшего наследия нашего народа именно вот здесь вот. Я, как в прошлый раз сказал, это должна быть Меккой для чувашского народа. Мекка, место для поклонения, святое место. Понимаете? И я, когда удивляюсь в Чувашской республике, когда у нас даже, да, масса министров, которые ни разу здесь не были. Понимаете, увы. Я считаю, вот это тоже работа все-таки, вот об этом надо говорить и телевидение, открыто сказать, как, например, есть такие ведомства, министерства образования, культуры, которые непосредственно должны быть кураторы этого направления, даже не посещают сюда. Я еще раз говорю, даже не посещают, едут сюда, селом, заставляют как будто и сюда ехать. Это должна быть задача номер один руководства республики, Государственного совета, Николай Иванович, да? Но об этом надо говорить открыто, раз мы говорим о будущем нашего народа. Только в этом плане. И, конечно, хотел сказать, туристического направления, о чем сказали, но это тоже готовый уже пирог. Не надо масса денег здесь. Здесь все создано, вы видите? Прекрасный музей, есть здесь база, есть где туристов покормить в школе. Есть люди, которые хотят работать здесь. Есть здесь мемориальный комплекс, благодаря людям, которые создали сегодня. Посмотрим, кто не был еще. Опять-таки, в каком состоянии был этот комплекс? Буквально год назад. Так ведь? Это ужас. Честно я вам скажу, да, нам было стыдно. Как лично мне, как чуваш, да, мне было стыдно его показывать, как раньше было. Но сегодня, извините, не зря мы об этом, какие конференции в прошлом году показывали, да, ведь, благодаря таким людям, как и Владимир, да, Григорьевич, непосредственно руководство района, сколько сегодня, как говорится, у них тоже средств нет, но они морально хотя бы это направление, то есть никогда никто не возражает. Поэтому я думаю, уважаемые члены президиума Конгресса, да, пожалуйста, каждый свое видение свое, предложение. Я думаю, надо это специальное заседание президиума надо в Чебоксарах еще раз провести, Николай Федорович, да, мое предложение, к этому времени подготовить в ближайшее время все свои предложения, побывать здесь, что каждый может предложить, с чего хотя бы начать. Начать с самого малого. Я говорю, создание лагеря детей, создание туристического направления центров, где мало, не нужно огромных средств пока. О чем говорит, что если мы детей, одаренных детей будем в школе-интернат, подумайте сами, сейчас масса школ в регионах закрывается, и дети вынуждены ездить каждый день, рискуя жизнью на машине по 10, по 20 километров детей возят. Какая им разница, куда теперь им ехать? В соседней деревне на 20 километров и живут интернаты, и такие есть. Наверное, лучше жить в элитной школе, Яковлевской школе, где будут ведущие педагоги. Сегодня же университет, возьмите Чувашский университет, факультет филологии погибает. Не только деревня, факультет целый, наука погибает чувашская. Да, уважаемые друзья, куда мы идем? Да. Филологии вообще нет. Я объясню, о чем говорю, я же разбираюсь с этими вопросами. Поэтому, если где школа Яковлева здесь будет создана, каждый год 20 детей филологии могут в Чувашском университете детей. Это будущие, ведущие наши педагоги. Об этом, я думаю, Министерство образования надо задуматься. То есть, я пока на этом вам на размышление, пожалуйста. Два слова можно, да? В отношении лагеря, мне кажется, Николай Федорович, надо немедленно обратиться на имя председателя правительства Моторина с тем, чтобы Фонд социального страхования, у них ежегодно выделяет средства на оздоровление детей. Я думаю, пока еще возможности есть. Министерство образования. Два органа, которые могут, поскольку он говорит 50 где-то детей, 10-15 детей, каждую смену вполне у нас могут направлять в этот лагерь. Но для этого, видимо, какой-то документ должен быть о том, что лагерь он уже создан. Я думаю, буквально на днях надо обратиться. Я уверен, что поддержит нас в этом вопросе. Положение лагеря есть. Министерство образования Татарстана уже одобрен.
Это лагерь Это открывать вопрос, нет. самого никто не может, потому что это жизнь без аванс детей, и она будет согласована Минобразования Татарстана, подписан приказ министра нашего, и будет все согласовано разрешение. Лицензии, все Да, остальные. конечно, да. Тогда- Эта школа уже лицензирована, Тогда, мне то есть кажется, и питание, все. Вопросов никаких не будет, если мы обратимся сейчас к правительству. Фонд Данная страхования. школа имеет лицензию, имеет аккредитацию Нет, Министерства я имею в образования виду Татарстана. Нет, лагерь, научный лагерь. процесс. Значит, Сам сами лагерь. видите, здесь столовая есть, она тоже имеет допуск. По Санпину все, значит, условия подходят. И, естественно, вы правильно говорите, ни один детский, значит, учреждение, ни одно детское учреждение, лагерь, школа, они не могут существовать без постановления, без... Я на 100% уверен, должны поддержать нас в этом. Вот что касается туризма, мне кажется, но из Чебоксар сюда возить туристов, это проблематично. 3-4 часа езды, это человек уже, пока доедет, он уже готов, как говорится. Мне кажется, вот рядом Ундоры. Ундеры, ну, да, где, ну, в любом направлении. 40 километров сказали, да? Отсюда? Да. Отсюда 70, наверное. Нет. 40 километров. 40 километров. Мне кажется, вот можно договориться там, маршрут, вот, специальный маршрут, там же постоянно экскурсионные маршруты есть, как-то надо вклиниться в этот маршрут, с тем, чтобы там же постоянный круг людей, где-то хотя бы в декаду раз один маршрут вот сюда, на родину Яковлева. Я на 100%, я тоже отдыхал там не раз в этом. Если такой маршрут был бы, я бы с удовольствием приехал бы не один раз, а несколько раз. Мне кажется, надо работать вот ближними такими вот точками, откуда можно организовывать маршрут. Из Чебоксар практически это невозможно делать. Маршрут. Насчет туризма Сергей Владимирович, значит, как вы скажем, он немножко сказал. Я могу сказать, значит, последние 3-4 года у нас в Тетюшах туризм развивается. У нас принята, значит, концепция, районная концепция. Наша, значит, ежегодно вот есть у нас КИЦ, называется, республиканский, значит, выставка, вот буквально недавно наши, значит, музеи, Тетюшки, музеи, значит, они выставлялись именно по туризму выставлялись. Вот. У нас есть несколько маршрутов разработанных, в том числе, значит, здесь вот мемориальный комплекс, значит, Дом-музей Яковлева в маршруте нашего, значит, туристического агентства, скажем так, Тетюшского есть. Тетюшки, значит, ну, наше вот агентство, они сотрудничают с многими фирмами, в том числе, значит, это Нижний Новгород, Юрий Викторович меня Самара поправит, Казань. У нас останавливаются, значит, теплоходы. В этом году туристический сезон у нас уже открыт в Тетюшском районе. Уже несколько групп людей, значит, автобусный туризм уже присутствовали, посетили наш Тетюшский район. У нас есть прекрасный маршрут, значит, там это Долгая Поляна, слышали, наверное, значит, маршрут усадьба, да, усадьба Молосовых, значит, у нас конкретно вот сюда Яковлева маршрут, значит, именно Кушкинова-Тимбаева включена, Тетюши, потом Мордовский, значит, поселение и Татарский. Приезжают туристы. В прошлом году у нас было более 10 тысяч туристов посетили за сезон наш Тетюшский район, значит. Туристы были практически со всех концов света. То есть иностранцы были, и, значит, наши приезжали и дети, значит, и взрослые, более 10 тысяч в прошлом году у нас туристов. Вот, в этом направлении работа ведется. Можно, да? Добавлю к этому. Тут вопрос возникает, на самом деле, да, туристы хорошо. Ну, то есть, если сюда приехали туристы, то тут как раз уже наша задача местного населения, и меня как главы поселения, именно дать возможность на этих туристах еще зарабатывать. То есть, это возникает что? Значит, возникает кустарное производство. Сувениры, все сувениры и так далее, так далее. В этом направлении тоже нам нужно работать. Но пока на сегодняшний день мы потихонечку забываем, что можем мы делать. Это тоже тенденции, наверное, современные. Пожалуйста. Виталий Васильевич, можно, да? Академик. Значит, именно дети наши будущее, с этого все начинается. У нас такой не маленький, не большой опыт есть, не маленький. В Самарской области в 2001 году мы учредили и начали проводить такое мероприятие именно с детьми. Среди чувашских школ Самарской области, это спартакиада и фольклорный смотр среди чувашских школ Самарской области.
Было 138 школ, я помню. Первый год мы собрали в Черно-Вершинском районе, где-то 1500 учеников собрались. За 3 дня мы провели, значит, сцена, это фольклорная, смотрели, музыкальная часть и спортивная программа. Этот вариант по сей день очень сильно работает, это финансирует, значит, Департамент образования Самарской области. В 2004 году я, значит, как работаю в спорткомитете Чувашского конгресса, как сегодня помощник Николай Иванович, президент конгресса как по спорту уже, пригласил, значит, давайте съедем в Самару. Министерство образования, министр сходил, значит, Министерство культуры, и целая делегация из каждого института, наши преподаватели, целая делегация поехали, увидели это мероприятие, учредили такое, значит, мероприятие. Дети диаспор со всех регионов. Это Алы Паруса детский лагерь, да? Сегодня это уже 10-летием работает, она себя оправдала. Это самый дешевый вариант, недорогой. Сюда приезжают, и первый год я там физруком лагеря был, я там учитель физкультуры по образованию. Такое мероприятие, детские годы провели. Это мероприятие себе, значит, место нашло. Здесь тоже, если по лагерю, если начинать, такой же вариант уже как будто есть. Она финансирует наше Министерство образования. Часть культуры, очень сильные мероприятия проводят, там где учат язык, культуру и так далее, и так далее. Если здесь лагерь такой делается, первый раз, у меня опыт есть, первый год есть, даже готов приехать в физруком лагере, я что такое знаю, по жизни учитель. Это все начинать надо с детей. Первые 5 лет, 10 лет, уже целое поколение. Второе, я в 2003 году, в 2008 году и 2013 году мы провели пробег, акцию такую, значит, крик души, наверное. Это, значит, у меня предложение было. Министерство спорта Чувашский пошел наше, давайте, говорю, организуем пробег. Пробег Гимназического Яковлева. Это что такое? Памятника Чебоксары до Кошкиного Тимбая. У нас мысли были такое. Первый пробег это провел к 150-летию со дня рождения Мердеев Виталий Петрович, физрук села Мартаки, Дружановский район. Он сам организовал, приехал. Мы с ним общались, и вот это мероприятие получилось. Потом, значит, Чувашский народный газетный бар есть. Давайте, говорит, значит, 105-летие жизни со дня рождения Яковлева и Николай Никольский, основатель Чувашского газеты «Хабар». И мы хотели Чебоксар, но тут собралось и приняли решение с Кошкиного Тимбаева на день рождения, 25 апреля, официальный старт. Первый день мы прибежали, это акция такая сильная, от села к селу, от школы до школы, там выходит, в основной группе 15 человек было, я сам тоже бегал, 7-суточный пробег. Первый день прибежали в Буинск, там спали, там в общежитии медтехникума. Второй день Яльчика, потом Комсомольская, Канаш, Цивильск, Чебоксары, потом вот в Юрме Кекина, где родился, и у нас Никольский Николай Васильевич. Потом всем это понравилось, многим. Мы бегали, татарский флаг, чувашский флаг держали наши. Потом Николай Федорович у нас в 2007 году на себя взял эту ответственность, свой автобус взял, мы опять, когда вот памятник открывали, 18 апреля, да, вот памятника Яковлева, 5-суточный получился, мы проехали, побежали, до Шимурши, потом до Жановский район, вот сюда, на деревню Великого, Деметия Петра Васильевича, туда ближе, там спали даже, в деревне Убеев. И в 2013 году, в прошлом году сделали. Эти акции именно произведены как крик души, чтобы народ знал действительно. И у меня мысли появились здесь в 2003 году, говорят, населением общаюсь, у меня привычка так, у нас даже комбайна нету, чтобы уборку на уборку. Есть такие семьи, мне кажется. Была целина, все было же программа, мы проходили это Советский Союз. Вот мысли такие. Спасибо. Чтобы переселиться, надо рабочие места иметь. Просто так. Мы сегодня тут собрались обсуждать будущее Кошкиного Тимбая. Все согласны с тем, что будущее это рабочие места, это какие-то финансовые потоки постоянные, которые здесь должны быть, чтобы народ оставался в деревне, чтобы как-то дети рождались, чтобы деревня сохранилась. Но почему-то мы как-то все упираем на бюджет. Может быть, стоит подумать над тем, чтобы как-то сначала что-то вложить бюджетно, а потом что-то пошло по пути хозрасчета, по пути бизнеса. В этом плане перспективное направление туризма. Туризм мы сейчас пока взяли каком-то узком аспекте, уехали. Посмотрели достопримечательности, посмотрели музей и прочее. А сейчас развитие туризма не только в Чувашии, не только в Татарстане, вообще в Российской Федерации придает очень большое значение. Есть республиканские программы, есть федеральные целевые программы. Притом, если эти федеральные целевые программы откроются, там можно получить не только 50, там можно получить сотни миллионов рублей. Например, вот этническая Чувашия, есть такая туристическая программа, там планируется вложение федеральных денег несколько сотен миллионов рублей.
И вот в этом плане, где-то месяца 3-4 назад мы разговаривали с Егором Николаевичем, нашим профессором, доктором экологических наук. У него как раз есть, скажем, предложение о развитии этнотуризма. Этнотуризм в последнее время не только в России, вообще во всем мире развит этнотуризм. Что значит этнотуризм? Как он понимается? Люди приезжают посмотреть, скажем, как живет народ в своем, скажем, исконном месте проживания. Каков быт, какова традиция, какова культура, язык, песни, танцы и прочее. Почему бы вот в этом плане не подумать о развитии, скажем, программ, такой программы относительно Кошкина Назимбаева, чтобы народ приезжал сюда посмотреть не только на родину Яковлевича Яковлева, не только посмотреть на музей и прочее, а посмотреть, что собой представляет быт, скажем, чувашской деревни 80-х, 90-х годов, начала 21 века. Что-то можно развивать, скажем, исторического прошлого, с тем, что были рабочие места. Чтобы туристы приехали, остановились, зашли в кафе, магазин, что-то купили какие-то сувениры. Притом эти сувениры должны изготавливаться примерно здесь же. Здесь же, да, скажем, какая-то куст, какая-то бандарная мастерская, какие-то сувениры, вышивки и прочее. Тоже можно, в принципе, создать вариант, скажем, определенного музея под открытым небом, какого-то этнографического музея. Те же поставить, к примеру, ветряную мельницу, еще что-то. И чтобы народ не только приехал, уехал, чтобы приехал, остался на день, на 2, на 3, вспомнил, скажем, свое деревенское детство, деревенскую юность. Или городской, который родился и вырос в деревне, который слышал от родителей, дедушек, бабушек, вот деревня то-то, 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 то-то. Захотелось на день, 2, 3 окунуться в этот деревенский быт. Танцевать на сеновале, побродить, скажем, по лесам, по опушкам, по речкам, попариться в бане по черным прочим. Вот этот вариант, я думаю, он перспективный. Сначала только нужно как-то программу хорошую придумать, ее подать, вклиниться в федеральную какую-то программу, вложить определенные деньги, потом уже все перейдет на хозрасчет. И мы уйдем от порожного пути, дайте бюджеты, дайте бюджеты, дайте бюджетные. Бюджет на реальный пост где-то что-то остановится. Бюджетной перспективы нет. Опять вариант. Вот пусть вложит нам чувашский, пусть вложит другой. Вы посмотрите бюджетный кодекс. Денежки из бюджета одной республики в бюджет другой республики перевести, это надо кучу лазик найти. Вот, я все закончу. Алексей Александрович, пожалуйста. Несколько слов сегодня. Аксакалом. Обязательно. Добрый день, дорогие. Ну, я могу философствовать, это, наверное, ничего не даст. Поэтому я, вот с ним мы говорили, вот, как что, когда вот там стояли у здания Конгресса, об этом обо всем я говорить не стану. Вот у меня есть просьба, какая-то сила нужна. Нынешняя система образования – это безобразие. Когда ученик, находясь у себя здесь, в школе, он не имеет права вытереть и там еще что сделать, как раньше был при мне. У Албы, сохрани Бог, даже увольняют учителей и не закроют там еще чего-то. Надо сделать так. Просить ли, что ли. Это не только здесь, это все везде, всюду в России, это знаете. Без Яковлевской школы невозможно, чтобы дети работали, чтобы эта школа имела свой участок, и дети работали там. Наши дети могли, наши столярные мастерские, о чем сейчас было сказано, сувениры, там еще чего-то и так далее, и так далее, и так далее. Надо просить. Или же отдельно от всей системы просить, чтобы только вот для этого села, в какой форме, это я не могу сказать. Чем? Потому что, кроме всего, еще есть там Министерство республик, Министерство России и так далее, и так далее. Но все-таки надо пытаться. То есть, значит, вот это, вы же знаете, Яковлевская система, она, дети работали, большие самоучастки, сколько гектар, сейчас я не помню, земля существовала. Они работали для себя, кормились, столовые и так далее, и так далее. То есть
в основе, извините, ради Бога, Николай Федорович, как президент Чувашского конгресса, как человек, как земляк, он же каждый день, то есть каждый год, скажем, этого делать не может. Он миллиарды выделяет. Это не в силах. Поэтому в основе должна лежать экономика. А экономика, вот в таком понимании, нашей самой, она даст возможность, даст и следующий момент. Несколько лет тому назад мы здесь, когда говорили, тема она-то не новая. Вот Николай Федорович, я помню, из нашей самой, из Казани, из наших были, я точно сейчас я не помню фамилии из наших тех людей. Нельзя ли, скажем, вот в основе этой школы, комнаты здесь, помещений у нас полно, достаточно, в какой-то форме, ну, скажем, швейный цех или ткацкий цех. Опять-таки требуются люди, рабочая сила. А вот эта сила, рабочая сила, она не может удовлетворять. Значит, надо сюда приглашать. Если приглашать, значит, они здесь жили. И здесь они основались, как уже сельчане, значит, по-настоящему. Вот понимаете, это возникает очень много таких проблем. Даже туризм. Что туризм? Извините, ради Бога, на нынешний день, кроме вот музея, кроме памятников, и, значит, там сколько у нас памятники имеются, да. Надо их в такой форме, зимнее время, значит, самое там покрывается, значит, самое, снегом и так далее, еще говорю, надо их поднять. То есть требуется реконструкция этих памятников. Вот этого памятника во дворе тоже так же требуется. Вот понимаете? Если так, требуется опять, значит, самая, ну, небольшая, то есть большая и небольшая, значит, самая сумма. Дальше, значит, если туристической базой здесь, значит, будет точка, то надо поднять, культуру надо поднять. Вот ныне существующая, значит, самая культура, или же сама система, она, знаете, ну, приехали, посмотрели, здесь, все, а больше ничего. Значит, надо точки где-то определять надо, в какой-то форме. Опять надо, когда будете работать над программой, надо вдумчиво, как опять я, значит, самые, извините, ради Бога, те, значит, самые люди, которые стояли у руля, значит, правительства, они создавали государство. Они об этом думали, где что, гидростанции, электростанции и так далее. Вот наподобие. В основе, опять-таки, значит, лежала, значит, сама вот экономика. Без этого только при помощи, извините, ради Бога, такого умного человека, мудрого человека, это очень трудно. Искать, значит, самых спонсоров у себя здесь в республике, правда говорит, это помощь из Чувашии сюда, это, извините, ради Бога, ничего не получится. Там документы требуются, там еще чего-то и так далее. Там бюджетная сама система, она гиблое дело. Опять надо искать надо свои здесь в себя. У меня много, значит, самой, где-то внутри, значит, самой боль, думаешь как-то что-то. И действительно, что сегодняшнее мероприятие, это очень нужное мероприятие. Конечно же, хотелось бы после вот этой встречи, вот надо созданием той большой программы. Большая программа, она должна быть мудрой, чтобы вот сама программа, она давала, значит, какую-то систему, значит, самой, опять-таки, я повторяю в третий раз, вот, ну, начать надо свое, у себя. Дети, чтобы работали, ради Бога, извините, ради Бога. Работали, они сами создавали везде, всюду, во всем. Значит, требуется другая система образования. Я больше говорить не стану. Большое спасибо. Как у нас еще большая проблема в том, что мы, проживающие люди из Чувашии, которые проживаем здесь в районе, начинаем забывать свой родной язык. У нас в районе проживает 15 населенных пунктов Чувашии, где компактно проживает Чувашия, да? А свой язык начинается изучение это со школы, с детских яслей, со школы начинается.
И я должен отметить, на сегодняшний день в районе чувашских школах очень мало детей. У нас только в 2 основных школах чувашский язык преподается, и 2, по-моему, 8-летних школ чувашский язык. Начальные школы уже закрывали, 8-летние школы закрывали. Наши чувашские дети сейчас ходят в школы, татарские школы. Допустим, в прошлом году Черепаново закрыли школу, все-таки там 15 детей чуваш было. 22 было. Да, 22 ребенка было чувашских детей, но они пошли в Бакарчи, татарское село. Из Кошки мы возим мордовское село изучать детей. И бывают случаи, русские, татарские села тоже возим. Поэтому тут, видимо, неправильная политика немного была, когда дороги строили. Все-таки нам, чуваш, проживающих в нашем районе, населенные пункты надо развивать, чтобы в этих населенных пунктах дети изучали свой родной язык. Вот самое главное, с этого надо начинать. И надо создать в районе, у нас компактно чуваши проживает в Тарханской зоне, это Кошкино-Тимбаево должна быть базовая школа, и в Шемякинской зоне, там чуваши тоже 7-8 населенных пунктов, там базовая школа. И на этих базовых школах надо изучать обычаи, традиции чувашского народа, чувашскую культуру, чувашский язык, в этих школах изучать надо. Это, во-первых. Во-вторых, я выходец из этого села. Тут действительно у меня душа горит по развитию этого села. Я являюсь предпринимателем, стараемся помочь в чем-то, стараемся. Вот в прошлом году, когда мы 165-летие проводили, все-таки, вот правильно говорил Константин Геннадьевич, действительно стыдно было народ привозить, тут показать, что у нас в деревне имеется. Но все-таки при желании можно взяться, можно сделать. Мы в прошлом году вот сделали часовню, построили мемориальный комплекс. Вот вы видите, вот тут говорили, что у нас нет нечего показать. Вот вы смотрите, удивитесь, что очень прекрасно получилось. И если, допустим, у нас есть выходцы, много выходцев из нашего села, такие большие люди, выдающиеся люди есть, собрать надо. Неужели, если я родился и вырос в этом селе, для своего села не могу немного помочь? Любой человек не откажется, любой человек может чем-то помочь можно. Все-таки вот взялись мы, вот, батюшка в Ульяновске живет, в основном вся нагрузка, вот мы двоим это построили. 1 700 000 рублей мы своих денег истратили в прошлом году, чтобы построить вот этот комплекс. При желании это все можно, зависит от нас. Потом я третий хотел на что обратить внимание. Когда сюда ехали, наверное, видели, вот гору перед нашим деревней поднимаешься, там горы глины лежат. И эта глина, говорит, такой очень качественная глина, говорит, для керамики, для кирпичного завода. Вот это богатство тоже надо использовать. Вот это в настоящее время с этого отсюда возят глину вся Татария. Все кирпичные заводы работают на этой глине, на кирпич делают сейчас. Вот эту глину тоже надо использовать для развития населенного пункта. А мы не знаем, куда уходят эти деньги сейчас. Там машины, КАМАЗы, дорогу только развивают. На реконструкцию этой дороги, наверное, столько денег надо будет сейчас, вот на следующий год уже. Куда-то продают, куда уходит. Мы не знаем, куда уходит. Для развития села ни одной копейки не идет с этой глины. Надо добиться сельскому поселению, чтобы она находится на территории сельского поселения, эти карьеры находятся. Надо использовать эти карьеры, чтобы она развивалась. Эти деньги уходили на развитие села, на развитие Кошкино-Тимбаева, Родина Яковлева. А мы не знаем, куда уходят. Я пытался, как депутат районного совета, я пытался узнавать, куда уходит, кто это хозяин этих. Оказывается, они сельскому поселению в год один карьер платит 1500 в виде налогов. 1500, это смех курам. Я предприниматель, и то около 1 000 000 рублей плачу налогов в район республиканского бюджета. А это карьеры, КАМАЗы мы каждый день возят, дорогу ломают. Куда уходит эта глина? 1500 бюджет сельского поселения. У вас вместе с детьми вскоре и земли не останется? Да. Вот с чего начинать надо. Есть мы, по деньгам ходим. Мы. Эти деньги надо использовать. Они уходят в чужой карман, они в государственный карман уходят. Они в чужой карман уходят. Да. Не в виде налогов, а в виде того, что продают и в карман кладут эти деньги. Вот поэтому на это надо обращать внимание. Вот все. Добрый день, друзья, дорогие друзья. Вот я поддерживаю Константина Геннадьевича. Действительно, надо, если мы что-то хотим здесь делать, надо действительно создать оргкомитет. Если сейчас встретились, разошлись, тогда еще будем время
потеряем еще, и все это тяжело пойдет. У меня старшая дочка, а у меня вообще-то 5 детей, понимаете? Я чуваш. Вот. Я почему это сказал, кстати? Мы годами ленивые становимся, детей не хотим воспитывать, рожать не хотим. Уже 5? Да. Трое коров. Сюда надо переселить. Вот, понимаете? Пока только. Вот получается, в итоге 14 детей учатся в школе. Пока только. Вот. Что хочу сказать. Старшая дочка у меня закончила Щетинскую школу, может, многие знают. В России есть такие школы, там за 1 год заканчивают 2-3 класса. Понимаете? Это в Краснодарском крае, в Тайкосе. Еще несколько школ в России такие есть. Можно действительно узнать, как это все они создавали, как они вот учатся, частные ли они, государственные ли они. У нас, если искать проблемы, там, с бюджета не перечислят, оттуда не перечислят, и вот так и мы будем сидеть. Скоро действительно детей у нас не останется. Это вопрос оргкомитета, вот такого, действительно, создадим мы этот оргкомитет, можно это изучить. Это Щетинская школа, Щетин до сих пор жив, работает в Тайкосе, в Краснодарском крае. Сильная школа. Там готовят детей для руководящего состава. Понимаете? Знаете, наверное, многие, да? И такую же Яковлевскую школу можно создать. Идея очень хорошая. Действительно, тут надо подумать всем вместе. И Республика Татарстан, и Чуваш. Конечно, нам надо больше думать. Потому что нас беспокоит язык, сохранение культуры, чувашская культура. Нам надо больше думать здесь надо. И поэтому много школ всяких. Тут или государственные, или частные. Тут надо подумать. Понимаете? Действительно, интернат это тоже хорошее дело. Можно для детей-сирот. А вот Щетинская школа, там знаете, как учатся они? Там конкурс очень большой. Туда поступаешь. Там даже нет экзаменов. Там собеседование такое хитро сделано. То есть детей проверяют, как бы так вот принимают. И потом действительно там родители очень много помогают. То есть там на коммерческой основе все это делают. Дети сами выращивают все продукцию, выращивают овощи, фрукты, все выращивают. Сами строят помещения. Там все вот поставлено так. Это можете забить в интернете Щетинская школа, там все это можно прочитать. Действительно есть такая школа. Вот тут надо подумать. Действительно, мы сегодня встретились, это может неспроста. Вот так вот действительно Константин Геннадьевич говорит, 13 лет и никак не добьется. Мы сегодня встретились здесь, все сидим здесь. Действительно, тут надо подумать, оргкомитет создать и вперед надо двигаться. Вот мое пожелание, как бы это не откладывать. Молодец он, Сергей Владимирович, молодец. Вот. Вы в составе 134 человек детородного возраста. Вот я посчитал, у вас 134 человека. Да. Я посчитал. Вот надо быть еще раз молодец, да? Хорошо, я вызвал шутку. Сколько семей, вот из этих по одному ребенку имеют? Я вам скажу, что на сегодняшний день там есть медицинское понятие репродуктивный возраст и так далее, все это есть. Но сегодня из этих семей я скажу конкретно, что никто не собирается иметь детей. И им материнский капитал нужен, но есть, видимо, семейные проблемы и так далее, и так далее. Вот сколько есть, столько новых семей. Смотрите, там то есть первым делом, кто будет иметь детей, это те, которые только что поженились. Там ведь у нас на сегодняшний день конкретно цифра 0. Сейчас, не заставишь. Но я просто мысль сказал. Вторая мысль. В Чувашской республике, недалеко от одного города, в школе в Гусарне осталось 18 детей. Средняя. Школу надо закрывать. 22 учителя. И что они делают? Все учителя большинство взяли на опеку детей. Выбрали. После этого начали жильцы. И у них сразу увеличилось количество детей в школе 3 раза. Но они взяли чувашских детей из разных интернатов и так далее. Вот. А у вас прекрасный пример. Яковлев-то воспитали, ведь?
отдали на собрание тому воспитание, потому что мы умерли сразу. То есть у вас прекрасный пример. Я вот просто вот это вот на размышление. А первым детей взяла директор школы. У меня 3 детей уже есть, и одна воспитывает. Я ничего не говорю. Я просто это самое вот, это сущий быт. А государство, тут не надо спрашивать бюджет, государство дает огромные деньги. Пожалуйста, Юрий. Все, мои два вопроса. Я пару слов. Приезжаю сюда уже более четверти лет, и каждый год почти каждый год. Вот первый свой приезд я очень хорошо помню. Значит, я был председателем управления Союза писателей тогда Чувашии. И пригласил меня, значит, Семен Матвеевич, ваш знаменитый земляк. Он был еще председателем Президиума Верховного Совета Чувашской Республики. Это уважаемейший человек не только в Чувашии, не только в Татарстане, а по всему Советскому Союзу тогда, потому что он был одним из заместителей председателей Верховного Совета России, даже вот так было когда-то. Вот, и говорит мне, надо поехать в Новотибаево, Кошкино-Новотибаево, надо вот посмотреть, как можно установить, значит, мемориальные доски нашим знаменитым землякам. Но мы все знали, значит, тут и Анна Казакова здесь, вот, Анна Казакова, она уже была, по-моему, доска мемориальная. А вот Максиму Кошкинскому, основателю Чувашского театра, Бачкову, народному поэту Алге Александру Яковлевичу и Тихон Петерки, вот я их всех знал, очень хорошо знал. Тихон Петерки мы в Казани, он директором школы там работал, и выходили отсюда. Союз писателей, у нас чувашская секция литераторов будущих работала. Я поэтому по Казанскому переводу Максима Кошкинского я хоронил. Значит, в Москве он скончался, я в Москве учился, тогда в высшей партийной школе. У нас пригласили на похороны крематорий от Измаила. Потом Максим Кошкинский, так, Казакова. Ну, Алга тоже его хоронил, в общем-то, очень в хороших отношениях. Вот с каждым годом, 25 лет приезжаю, с каждым годом уменьшается число детей. Когда, по-моему, 150 было, училось в школе ваших детей, потом меньше, 190, 60, 30, теперь уже вообще 14. Это действительно очень тревожные эти цифры. Вот, значит, нету перспективы роста села. Вот. Ну, тут очень хорошо говорили, очень дельные предложения, но что такое, чтобы увеличить число детей, значит, хорошие условия для родителей надо создать, чтобы родители с радостью здесь жили, чтобы им хотелось иметь детей, чтобы они видели будущее своим детям. Вот, ну, хорошо, вот такие сегодня хорошие дельные предложения были, тут и глина хорошая, тут и вода чистая, вот Ундуры. Тоже можно что-то там работать, обрабатывать, может быть, это самое, воду продавать. Даже такие мысли были даже в прошлые годы. Очень хорошая вода здесь чистая и для питья очень полезная, говорят. Вот. Ну, не знаю, здесь вот тоже между республиками есть свои трудности, свои бюджеты разные. Вот. Но как-то надо и, значит, и в Чувашии, и бизнесменов надо, наверное, призвать к этому делу, и в Татарстане
Ну, я не знаю, Алексей Александрович прав, туризм. Туризм это хорошая вещь, но что можно показать, правда, есть у нас Тетюши, тоже с Сеспелем связано, вот туда можно возить, там и музей есть, и историческое училище до сих пор работает. Вот. Но надо обдумать, и правильно, и комитет надо создать, чтобы конкретно с местными руководителями, прежде всего с самого народа этого села и с районным руководством, надо разработать конкретный план. Эй, аслажиннымар, рендегенімар, эбир, санпилюбе шекленнизем, епле зана кизеп тузасилері бір, епле тубай бар, ырзымақсем. Севаш шабительне турди хайяныдар, сана аспушлы паттыр ывыла, анди валтене боль, хевелбек ялгаштар, хайгалықне шалпурттар сутталла, тавах рендеген, сана шавжудыжын, килзектыран сене рузем валли, алфавида керзелатма, майдукныжын, ытладыван твада саспалли. Асрах чваштели, тван змагамар, тендибелекен раныгыр заман, шүлді берен калашыры Андриянымар, амжыбе пуплары, кашпанақ, тавах рендеген бар, ыржиннымар. Эй пурын ан хавжа, кынна гушки, эс хавжазан ыран эбир, мен гуры бар, камбари ывыл, Яковлев пеки. Все это не скажешь, проблемы села. Тем более вот в таком селе, такой деревне, да, это очень сложный вопрос. Мне действительно приходилось работать на селе, в такой же деревне, как здесь, в Татарстане. Я после института приехал туда, как молодой учитель. Село умирает, то есть украинское село, вся деревня, так исключительно совпадение, 140 дворов у вас, и там было 140 дворов. В школе учились в то время, в 1972 году, всего 80 детей. Умирает школа. И вы знаете, проблема какая? И за год работы, вот пришкольный участок есть, дети не знали, учителя и народ на селе не знали, как выращивать помидоры, как выращивать бумажки, не увидите. Это в глухом лесу деревня. Посмотрите, что вот в этой деревне. Я почему переживаю, вот как вы тоже много раз приезжаете сюда, да? А все время все хуже и хуже. Вот приходилось мне в другой деревне тоже организовать. Чтобы туристы были, надо иметь традиции. В мире, вот когда я директором Национального музея работал, были такие случаи. Всю деревню, вот в Дании, Прибалтике, в скандинавских странах, да, они все деревни превращают в музеи. В любой дом заходишь, в любой дом, себя турист чувствует как в музее. А почему музея? Слово просто убираем. Слово это такое, приставное слово это такое. Надо убрать, чтобы люди сами сказали: хозяйка, вы как хорошо живете. К вам заходишь как в музей. Напиток, кроме самогона. Люди начали готовиться. Вы знаете, 400 дворов, участников было 320 дворов. Умножьте на 3, сколько блюд было на этой высадке. Мы вообще целый месяц всем народом питались бесплатно. В клубе. Каждый день у нас круглый стол. Как дальше быть, как дальше жить, и мы там планировали, что дальше развивать. Кроме национального и так далее, и так далее. Я вот сейчас заканчиваю, да. Вы знаете, без специалистов вы никогда не сделаете. Нужны люди, которые заинтересованы именно в этом. Просто это очень перспективно на самом деле, ну, потому что сейчас только некоторые элементы, да, вот рассказал Эдуард, другие, да, это вообще надо очень комплексно подойти к этому. Я хочу предложить маленькие, где-то 2-3 пункта к этому. У вас когда-то мы проводили, нашли киремет, вместо киремет. Всей деревни сделали чук, на 3 котлах сварили барана и там хоровод сделали. Вот это истоки, да, всех тянут. Вы можете это использовать. Приезжают туристы, да, показать чувашский хоровод, зарезать барана,
Шульбе. За это они платят, туристы, да? У вас, значит, овцеводство развивается, ну, в какой-то степени вот этот элемент обязательно надо включить, потому что не во всех деревнях сохранились керемет, и не везде они на таком красивом месте, как у вас. Понимаете, да? И это, да. У вас хорошее место там, красивое, открытое, там можно хоровод сделать. И каждый раз приехала группа, да, вы показываете чувашский хоровод, режете барана, в их как бы присутствии, да, значит, совершаете, значит, старый обычай, их кормите, шульбе, это, значит, слава пойдет, и вам будут тянуться. Это обязательно будет хорошим, как говорится, подспорьем. Только вот это предложение. Олег Михайлович почему-то такие вещи хорошо знает. Он ежегодно из Чувашской республики, Чувашской национальности людей во все края России, там, где проживает много разных национальностей, изучает он, как руководитель этого проекта, да, народной традиции. Это на самом деле самый сильный для нас то, что он говорит. Сергей Владимирович, подумайте об этом. Я сейчас немножко такой буквально, потому что на самом деле вы, как говорится, все уважаемые люди много своего сделали, но сегодня у нас конкретно, то есть я себя, как главу поселения, на самом деле 14 лет где-то работаю, сегодня, то есть факт того, что население уменьшается, для меня это, как для головы, как для человека, страшно. Единственное, что спасает, это не только кошка Новотимбаева. Это, наверное, надо понять. То есть за последнее количество лет, вот, не случайно же Путин сейчас вопрос подняли о сельском хозяйстве, 2 миллиона сельских жителей переехало. Этот процесс сегодня не вы. Остановить очень сложно. То есть, конкретно я говорю, сегодня, вот, мы говорим бюджета, да, бюджет это серьезно, это его, там очень, есть надзирающий орган, так контролирующий, это очень много. Сегодня, значит, конкретно, в Кошкино вот сегодня, чтобы что-то началось двигаться, то есть это одно производство, какое-то, конкретно говорю, одно производство, и 10 семей извне, которым обеспечить этой работой 10 новых семей, молодых семей. А эта задача, значит, и моя, и еще кого-то. Чтобы население обновилось, как говорят, свежая кровь, она всегда была, потому что значит, замуж выходили с одной деревни, приезжали, а молодая семья, она стремится зарабатывать, работать, чтобы детей и так далее, и так далее. Давайте о том, что все это наш разговор донести до главы администрации района. И второе, конечно же, территория Татарстана и территория района, и только во главе администрации района мы можем создать это оргкомитет, скажем. Вот. Это будет правильно. Мы со своей, и хотелось бы, чтобы довели до главы администрации района, до главы, чтобы нам еще раз собраться у него в узком кругу. Чувашский национальный конгресс, затем наше Министерство культуры, Министерство образования наше, Чувашской, затем Министерство культуры и Министерство образования Республики Татарстан, администрации и администрации сельского поселения, еще раз собраться у главы администрации района, еще раз продолжить то, что вот сегодня разговор, и обозначить конкретные ответственные лица, создадим конкретную действующую, как говорится, комитет, выработаем план мероприятий и по нему будем работать. Это вот первое. Второе, конечно же, наше первое желание, чтобы это, там первым пунктом будет, чтобы эта школа, были дети, и она работала, и, как говорится, выполняла ту миссию и функцию и так далее, которой всю свою жизнь посвятил Иван Яковлевич Яковлевич. Вот. Какие формы, как будет, это надо выработать, однозначно. Вот. Ну и в этом году, вот что Константин Геннадьевич сказал, что о том, что в этом году здесь должен быть лагерь, это надо сделать все. Если будет решение, как говорится, власти Республики Татарстан, мы со своей стороны все сделаем. Лично я сделаю все, чтобы этот лагерь функционировал, работал, и дети, чтобы сюда приезжали. Вот все. Прекрасно. Стояла проблема, которую мы всегда говорили, помнили, что надо делать. И глава села, и Константин Геннадьевич знает, что это надо построить
старого построили, Павлодар построил. Часовню, старый знаменитый. Там неправильно построено, вообще искаженно. Сейчас новый построен по всем правилам православия. Так, это хорошо. У меня есть предложение. Спасибо, говорю, что Конгресс взялся за эту работу, инициативу Владимировича вашей. Вот. Наш район, видимо, это поддержит. У меня предложение к руководству, чтобы включили план мероприятий. Построить небольшой, немного денег, наверное, не надо, мост хотя бы земляной между Кошкой и Черепаново. Испокон веков, традиционно, Чекалдем и вот это соседнее село, они всегда ходили Черепаново сюда заниматься. Сейчас они вокруг где-то на машинах. Круглого стола мы озвучили. Дальше поэтому с вашей помощью нужно нам дальше идти. Всем спасибо. Тихон Беленки, Павла писатель, прозаик и Павлах Александр Тимбай. Хонехой Павла поэт. Унан вуникся, вуниказам, ытыземде и ну каласахварас келет. Эзем ну майысы Александр Алга. Анны казак толдыр жобыржарахай воеват туман андакта бірже бағанге ну май шарсен ушинде юблаза жүрене. Тихон Беленки Баржара булна, Александр Тимбар Баржара булна. Тимбар писатель булна, Баржара булна зелтен. Орден. Да, и Тимбар писатель булна. Вот Порфирий Васильевич находится барат. Павлах и Мембурин практически орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, Мембурин был. И Александр Тимбаевич не галаса бусасын, палас бусасын. Был Баржарам Тавранна инвалидом второй группы. Пюрнезер. Александр Алга твады раз раненый был на. Берремеш кунинтен, юласки кунинтен Баржара был на было. И Павлах тогда кушинтен кушине хушма булатте Игнатий Иванова, найзер мембуры билетер. И Павлах Андрей Николаевич Ридюкова, соратник Ашмарина. И кушинтен синен галасабадам. И Тергеве Керезумен Павлах Манын Игатинна Баян Самах парас келет. Значит, Володар Кач Тимофеева и Николай Федорович Шугаслова. Ну, езерінде Баян Тимен. Хакурдаманзем сынақтай берғал барлы бұрында. Күнда Иван Яковлевич Юлалдаевичный жақ бұрында. Самбада бәлдер Шерутмул билек шулдар Яковлев шулалнарама Шерутмул билек шулдарны отыра бирен унтинен де самахонцы. Шулшламы бир сак Киеве жасорунне вырне, сене жасорунне туда курасыды. И кайрымыр предприниматель зембатне Ульянс Негандюхня, Владимир Григорьевич Пагандюхни, тебрите сакланцы шумне пристроить уза аквага мемориальный комплекс адвардизы. Чынақта тыдым дымыр, турымыр, сыре хамрагам лагаят, сыре мледерди, хамрагам лагаят, сыре лайық вырын. Ебирна турмар где-то видео хушинде утарларнымыр, где-то маю хинде дындымыр, наверное, сентябрьде уже пирн темскер Максим Кошкинский юбилейный уже биргунда мероприятие. Да, мероприятие миртердымыр. И в октябре хинде уже день памяти часовни учса освети турмар. Менгалашин. Кунна ушки халгажин. Часовни Ганадамар, кунда бир уже твада службы идемар уже, твада службы гранма бургуна буат кунда твада службы. Вот архерек син да герет, кадек 7 килес син тулыек булачанда службы зенде. И шамык 7 килес, шавда да савындара, шамык 7 жүре бушлары жиргүенне жабына бушлары, шавы бире савындара, шамбада шушлап просто ку центр убиран ялан гунда халық булат, халық жүреме дедінат, шамбада ибирна тавастермар хамыр шулшаны сене пурныша кетмемер. Тогда мы галашны мен бурне тавды вашын камны переполусадыны, конечно, тавды вашын Константин Геннадьевич постоянно смахпа весь трошно чуваши хамыр канаушки халық не деді тавды вашын ты предпринимателям не получишь халық там бе булушма булдарны получится. Самбада ибирна шушла просто халық Яковлева мазагаймас, Яковлев памятне, как надо загумать, пиде каменбе булушма булдарны получится. Самбада когда изгляет машинам. Самбада мынгалашны бе
Паанхи самага чак малалахи кыннагушки яли малалахи пирги мынгаласын. Тыдынсан тумаблат весь алгратта это мынгалашга Кушхрат алграт. Кушхрат алграмас есе. Самбада тыдынсан мемория банан тумаблат паанхи галашны самаксыне де десек тумаблат. Тыдын малла организаторден булмалла халық башлемелле и тыдынсан весь тумаблат. Самбада паанхи кунжадибе Иван Яковлевич Яковлевич разном пан десертмалуда жулды. Самбада ибир акуак фотографии гарницы сак ну лигурат илемле сак картина ибо подарит вашен Николай Федорович Угаслова. Пусть ваш конгресс здесь окончательно было, потому что Коннагушки был, Коннагушкинде Иван Яковлевич Яковлевич разъяснил, чтобы здесь юридически ваш халгизм, там вас или подарит вашен. Давайте. Там добой сол әрекет. Давайте. Андақта еп канати вислига. Аванс тей бірінде. Мажуш патерас маржулат, если вербаем Константин Геннадьевич Самах помар был, Николай Федорович Кайран вара, ладно? Еп Каламов, Николай Федорович Калатович, еп Ялангова кунда. Все-таки тоже Еп қалшы болсағарым, көмбек подарксын. Ну, милле галаспа. Тебір год пұрзарада пызықтал, Сәгімбек, Хамрон Пирен патриарха, с Иразунза, кунда Килдемер, Уява, Малашниде шутлады бебер каларымырынды, Малашниде Сәгімбек Пирен традиция была, Сәгімбек и прикашный жила пустарнапыр, тогда прегнамар, ика пустарнапыр жылдалық не, прежуралны гуне, тепре вильны гуне, Ленебек, Лайк Сәгімбек, Тинақтанды Коннагушкин малашлығы бұлдырцы, панунчиде нумагаласырмыр, пиде пызықтадыва, сире тем более, Сәгімбек пызығыстем туны жын, сире унжын тұрып рахмас, унбай зіршуға алмасыр, тогда малалар сирене 70 езік набраси, езбал кашпсыр засны езір нахвақ құрадыр. Дал тебір құт сире бұрзырада. Пиде лайк Сәгімбек, пиде лайк. Малашнінде Сәгімбек бір-біріне аланза бұрынзан, бір-біріне бұлырса бұрзасын, әсем бұл малла бек туйнат. Давда будь. Шага можно, да? Пашине гору. Каждому, да. Егер хамадалда турмуз 4 на 4. Это 4 на 5, по-моему. Шүлдеш, вот херезин шүлдешінде шүлдем қысан, да? Тоғырметтір от основания. Вот что поведу, никогда ночевать нас.